Более 30 лет в Нерюнгри объекты здравоохранения оставались без внимания, и этот вопрос всегда поднимался на встречах населения с правительством. В прошлом году Егор Борисов поручил разобраться с ситуацией министерством и другим структурам, отвечающим за работу здравоохранения. О том, как было тогда и как выглядит центральная районная больница Нерюнгри, сегодня расскажет Александра Хлопкова. Нерюнгринская центральная районная больница является многопрофильным лечебным учреждением. 708 стационарных коек. Медицинская помощь оказывается по 32 видам болезней. Казалось бы, этот весомый медицинский механизм может запросто обслуживать весь Нерюнгринский район. Общая численность населения района составляет немногим более 80 тысяч человек. Но медицина не справлялась. Размывается смывными водами грунтовыми, и постепенно здание все оседает внутрь. И мы знаем, что строительство больницы все отодвигается и отодвигается на дальние сроки. А мы хотели бы попросить ускорить как-то этот вопрос. Первый раз нерюнгринцы подняли вопрос о модернизации здравоохранения в мае прошлого года на встрече с Егором Борисовым. Они говорили об отсутствии рентгенаппарата. По словам жителей, чтобы сделать снимок, они вынуждены были ехать в соседнюю Амурскую область. Что говорить о томографах, о высококачественной станции переливания крови, о полном обеспечении кадрами. По итогам этого совещания Егор Борисов прямо в зале, где проходила встреча с населением, дал поручение соответствующим министерствам. Правительство и дальше будут уделять внимание, я думаю, что усилить это направление своей деятельности. Я правильно говорю, члены правительства? Я думаю, в конце года я приеду, с вами тоже буду встречаться, и тогда вы мне скажете, вот это вы говорили, вдруг что-то не так, то можете сказать, что вы только говорили, не занимаетесь. Но главное, что нам надо двигать. Вот меня это интересует. Что-то решить, сдвинуть с мертвой точки. Вот здесь вопросы, говорят, решение сдвинуто с мертвой точки. Давайте сдвинем с мертвой точки. Вот так и теперь. Сегодня картина иная. На капитальный ремонт из бюджета республики выделено более 123 миллионов рублей. Вот в августе прошлого года новое отделение прачечной позволило сэкономить около 20 миллионов рублей за год. До этого медучреждение пользовалось услугами частной прачечной. Скажу, что в сутки больница стирает около 700 килограммов белья. Вот. И раньше со старым оборудованием мы не справлялись с этими объемами. Практически. Сейчас новое оборудование позволяет выйти на уровень уже около тонны белья в смену. А в двухсменном режиме можно и 2 тонны стирать. Ремонт прачечной стал только началом преобразований. В 2013 году открылось педиатрическое отделение. Вместо обветшавших и мрачного вида стен теперь здесь 17 уютных палат, современные процедурные, комнаты отдыха и зимний холл. На ремонт отделения республика выделила 15 миллионов рублей. Ну что я могу сказать? В течение 3 лет мы находились в квартале М, в соматическом корпусе. Соответственно, там не было, в общем-то, тех требований, не выполнялись, которые необходимы для помощи медицинской именно детскому населению. Поэтому, конечно же, мы очень рады, что переехали именно сюда. Здесь отделение полностью соответствует всем требованиям санэпиднадзора, пожарной безопасности и так далее. Поэтому, мы ждали этого 3 года, и наконец-то это случилось. Модернизация продолжится. Планируется капремонт участковой больницы в поселке Золотинки, а в селе Иенгри будет построена новая участковая больница. Уже начались работы по ремонту родильного отделения в Нерюнгри. О налаженной работе района и правительства говорят и цифры. Показатель рождаемости населения прошлого года по сравнению с 2011 годом вырос на 3,2%, а смертность снизилась на 2,1%. Александра Хлопкова, Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри, Якутск.